Время новостей, в студии Луиза Хатуева, и вот чем запомнился уходящий день. Долг красен платежом. Чеченскую республику поставили в пример регионам СКФО по сбору задолженности за коммунальные услуги. Больше 100% оплаты платежей идет в Чечне сегодня в этом году. Проблемы в сфере энергетики федеральные чиновники обсудили с главами северокавказских регионов в ходе видеоконференции. Псевдонаучное исследование. Заводской суд Грозного признал книги Резвана Ибрагимова экстремистскими. В ходе надзора было установлено, что гражданин Ибрагимов написал и обеспечил опубликование книг. Послание о народе Нохчи и тайная родословная пророков отныне в списке запрещенной литературы. Ликвидация пожара и масштабная эвакуация. Нашей целью являлось ознакомление с объектом, отработка взаимодействия со службами жизнеобеспечения. В Грозном спасатели и экстренные службы отработали наихудший сценарий развития возможных чрезвычайных ситуаций на чемпионате мира по футболу. Спортсмены и рефери в ожидании гонга. Приехали со всей Европы, там более 200 человек. Здесь мы проводим и чемпионат Европы, и судейский семинар. К проведению первенства Европы по тэквондо остается меньше суток. Каждую пятницу мусульмане начинают свой день с совершения праздничной молитвы. По традиции верующие собираются в мечетях, чтобы воздать хвалу Всевышнему и обратиться с мольбой о милости и прощении. Глава республики Рамзан Кадыров прибыл в мечеть вместе с близкими друзьями. Богослов Адам Шахидов в своей проповеди рассказал о путях, которые ведут мусульманина к довольству Всевышнего. ويحستلرنا جهفلر دولش إشتا دالا يزنشو سيلع يوشوش متك شيخو يحون ألشي بصوبنا كشني حرميق يلشنو صلى الله عليه وسلم بصوبنا كشني حرم يلسبن باش مشا بيشو ألق سويس أق يسيلع متك خلر بلغل دول قوين أق يلسبن باش مشا بيشغلش بصوبنا دابوحكين كشني حرم أز يلسبن بيشح دين خيل دوش دولشو دعينا الله دا جوبلور دبوخ أصبحني صباحا دو إز العالم ناخ بيلغل دينيس هين سوية ويمحكح قيش ميحكشكح دائما فيامر صلى الله عليه وسلم تند إردونا هو زمن حقات شلسة بوشبنا دابيوحكين ديل جرجرنا دابيوحكين تيجي دول خوش تيجي ديلي دعادش تيجي ديلي حصلوش زيرتش عادتك إلشنو صلى الله عليه وسلم شي سنة عمل ثانية شا حقيتنا ديل جرجرش ناخن أولياء أشنت زيرتي شا بيوتش خلر إهودوتيح إمودوتيح ألش أولياء اشتبيوتش خلا بايمر سان زيرتا خلا دير بايمر دعواج أقر بزابول أولياء شمرشبو بايمر أصحاب شبوق دير ريس خل سال ودين والش تجي سلام دلري تري كاش نشكا دعبي يحكم بوش بولش سيدولش أهلنا يلشنوا سلام مارشد علوش خلقت واتسون دي البو عالم ناخ تان خش داس حاري شانت اوي انك تان خالو شوات حاري يلشنوا سلام مارشال دور مداتر بوسم دان يقع بيتان مزدول ديلا دير ماستغي دين ماستغي وابش وچا بولا تارا بيتان دينا ظلم درجينا تار فيامر سنة بحل بوه بيش تا اولا دعوال نخيلش يسعى فايمر دعوال نخيلش تون زيرتي ويتسا تيجع دعاء النيتين حوغر إز حارم دبوتر إز مجردات إز بدعات دهون الشيء إذا حشركي دل تناقص وري حجر بيكش دشتل هم دو إز بوتر أزوابش بوخ شاشة أحمد ابن حنبل مذهب عدو شاش تون نقدر بيش دو شاش بوخ خرسو يسيريس بس إش أحمد ابن حنبل مذهب. В мечети звучат слова икамы, они предвещают начало коллективного джума-намаза. Богослужение завершается восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вирд.
Министр энергетики России Александр Новак и полпред президента ВСКФО Сергей Меликов провели видеоконференцию с главами и руководителями правительств северокавказских регионов. Основной темой обсуждения стала проблема задолженности за газ и электроэнергию. Выслушав доклады представителей «Газпром», Межрегионгаза и субъектов СКФО, Александр Новак отметил, необходимо разработать действенные программы для взыскания долгов. Министр энергетики Российской Федерации привел в пример Чеченскую республику, где наблюдается значительный рост погашения задолженностей, добавив, что это единственный регион, в котором наблюдаются такие показатели. У нас ситуация разная по всем республикам. Я хотел бы как раз тут наших коллег чеченских и председателя правительства и руководства похвалить, потому что здесь ситуация действительно сдвинулась. Больше 100% оплаты платежей идет в Чечне сегодня, в этом году. По предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и по бюджетным организациям. Дальгериев приезжал ко мне, и те обязательства, которые на себя брал, они выполняются. Рамзан Кадыров встретился с Хасмагомедом Хизриевым. Они обсудили вопросы развития спорта в республике, строительства новых объектов для пропаганды здорового образа жизни. Также затронули вопросы проведения чемпионата по тэквондо. Итоги совещания в материале Зураба Центроева. Количество спортивных объектов в республике увеличивается с каждым годом. Среди них республиканский конно-спортивный комплекс в Гудермесе, стадион Ахмат-Арена, спортхолл Колизей и многие другие. На встрече с главой республики министр спорта Хасмагомед Хизриев доложил, в регионе 75 спортивных учреждений, из них 54 детско-юношеские спортивные школы. Кроме этого, в регионе работает и адаптированный центр для инвалидов и школа спортивного мастерства. например, общее международные отношения России с полицией, по вопросу выбирки общей ситуации. Кан тайволуша первенство тэквондо Европы до 21 года зудри Ошберш соревнования Сига заявить на 28 почалки. Царь на сегодняшний хакатчик 20 и сюрна вардальчу да. Царь висен борш берше билгелборбу. Хавиан ван президент Федерации тэквондо России, исполняющий обязанности президента Федерации тэквондо Европы. Такой зал подготовки хайш исполняющий обязанности президента Федерации тэквондо Европы ЦУА ван хадин вамах. В Европе, скандинавские страны, Россия опасна, тем более ночью дуэла, Швеция, Финляндия, Сашинкапа, Шалпуца, отказаны. Царь Дюйцега, инсокша Саберч, Херсон безопасный меткиоти, Херсон подготовленный меткиоти, шаш убедительстер, дигдуа шокхариетна, хона чобаркла, баркейтан, он даже на багар бокстолумше, шаш хауса, дас бокстолхабр, амеллама. Дикл дешен гич убедительстен, сон бакка бьюш порпойтан ситуация. Республика, последний саншиншер халатсерш, он догадор, кубок президента его по тяжелой атлетике, международный турнир из он будет халенига, даже чемпионат мира дел правильного цедеш, он даже отбор на Олимпиаду, и шервой должен хилил турнир. Чемпионат России его по тяжелой атлетике, значимый, что значимый шел. И чемпионат России по греко-римской борьбе тоже отбор на Олимпиаду. И что я говорю, дукка дино билгали уж гушукон, положительный результат. Воспитанию физически здорового поколения в Чечне уделяется особое внимание. Современные спорткомплексы сейчас есть не только в столице, но и в районах. Все это позволяет молодежи заниматься спортом на профессиональном уровне. Совсем скоро в республике появится также и волейбольная арена на 5000 мест, соответствующая мировым стандартам. Капсулу под ее строительство заложили этой весной. И волейбольная зала, вид спорта захватывали, шукать чуахтан лишь дин айл поручение сегодня. Волейбол, зал Хелсааша, любой чемпионат мира, еще шах по вольной борьбе, по греко-римской борьбе, по дзюдо, по боксу, и ями, и елочки, по параметрам сия, а порученцы, эски парешу из и тайп зала, даже Россия, редки бияет, из параметров, что дука, это яет из them. Тана, федеральный программ, бюджет, масахи, дошкушивай, така, войдолч аура. Hins kushari finansiyel minister sport России тиош качел да шушин хилбарт да хин станлers дина вой сейр Кавказ федеральный округ выделит он акшен
40% وين دلق سعرين قدر شوشن خلبرت سعرين سقلشيني واسكيتش ددوات ساعته جود قيد أيريول بانير تيشش ما فايز كاش إسكوستن بالاش وربر إسكوستن بوليسيد إي سبورت كومبلكسي إسكوستن بالاش قو إي إست بانير تيش زاد هو أزوح. О значении здорового образа жизни Рамзан Кадыров говорил не раз. Проведение чемпионата Европы в Чеченской Республике – еще один способ привлечения молодежи к физической культуре и спорту. Когда возникал вопрос о судьях, на голову высших лиц. Судья еще вес кладон, он это таа мацахли. А то весь спортсмен шед, он по духу, он по жизни, он из проигрывать не имеет права. Там именно любой вид спорта направленный сюда, ходяч, основной состав, первые три номера, для них созданы все уникальные условия, как мы, на спортсменов никто не обращает внимания. И наши спортсмены уже понимают этого. Следовательно, там уже yok результаты, уже кандидат на Олимпийские игры, yok результаты. Главное нам не кандидат, нам нужны чемпионы Олимпийские. Из Тахана требует, если руководство Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, создавать благоприятные условия для спортсменов. Вот сейчас элементарный вопрос отношения к России, мирового сообщества, видов спорта. Чеченская республика, послевоенный регион. 434 тысячи человек занимается спортом, 57 тысяч спортсменов. Это благодаря Федеральному центру Российской Федерации. Созданы условия спортсменов. Это личная заслуга президента страны, потому что им сейчас спортивно развитый волдел, сейчас спорт молодежь волдел, хадох, не свой отцов. Хоккол больше спортсмены России Олимпийские легкие атлетики, аяк из и решение этим они, знаешь, не только спортсмены легкой атлетики, не только они Путин дал, они этим они обидели, можно сказать, постарались унизить российский народ. Чеченская республика любит заниматься спортом, разные виды. Около спортсменов, любое время такое же отношение могут быть и против нас. Ну да, если человек провинился, накажите человека виновного. Если ты сидишь на допингах, спортсмен рваться. Если так спортсмен карьера хан лирует. Лиру богу, мог шумеч, великий рук. Тут есть два легких, почек, печень, сегодня президент правительное совещание с правительством, именно вопрос. Из дик вопрос допингу, контроль, комиссия создать, чтобы возглавил один из лучших, который есть в команде президента. И дик рада, цигадик, в регионе, как спортсмен сахичи, цан цигад сборной лауреат сахилма езда, в 110, именно здоровый, мой спорт. Wie ich meine, Sport, das ist muss schon die Qualität ist das. Weil Sportsmensch dann, was sagt da alles, da wo das. Сейчас допинг синдром, проскочить ли думаешь, ist wie das. Это личные затраты, это убийство самого себя. Вы мелла, вы дохшул, вы строите, что объект, спортзал, вы и 50, 434 тысячи спортсменов занимаются из них, вы душу 4700, тренер преподаватель бухгалтерский, масса зарплат лучше. И зал содержать еще, дешево условия содержать еще. Мы же тратим большие деньги для этого. Да, тут еще один гивы хошдона, и 57 тысяч спортсменов, хоран хасан зарплат, вы что замысли лучше, вы очень долго что ахнешь, оттуда выявить лучших и чтобы они представляли наш регион, государство,
Вот там я шел до мероприятия чемпионат России на международный турнир, чувствую дзюдо, який результат, чувствую борьба, який результат, чувствую по тяжелой атлетике, який результат, чувствую а по ММА, який результат, чувствую вы не просто занимаемся этим вопросом, а конкретно вкладывая туда финансы и душу, и нервы в том числе. Сюда царь говорит, я тренер, даже вы показанное направление, желает лучшего, тренер составит, часть баба это будет, часть именно духовно-нравственность воспитания и плюс здоровый образ жизни. Спортсмен это показатель всего, так сказать. Если он допинг, а вы можете сразу. И он не смотрит тренироваться, он смотрит, где бы найти там порошок легкий. Чеченские спортсмены не раз становились призерами международных соревнований и гордостью всей страны. Именно на них должно равняться молодое поколение. Достичь такого уровня может каждый, уверен Кадыров. Главное – не отступать перед трудностями. Курбанов лично. Он чисто дома, сунул вышел духанью. Та витамин, тама, ячен, дюнда дома. Шаг ахлюкш. Здоровый человек. Значит, тама энню, ша дома. Та поддержка, та понимание, ша. Спортсмен, то же самое. Спортсмен, шашки, спортсмен, сойти, будет дунья часть сетстяка. Вот он, та допинг, что сама лататься, сама дочь. За их домовые допинг, что он сад, он, мне неприятно. Президент страны столько вкладывал, сейчас зал, сейчас вот, дзюдо, вид спорт, приглашал тренеров, он создавал все условия для спортсменов. Некоторые там допустили ошибок, и это использовали недруги нашего государства. Туда такого не должно быть. Вы Россия, допинг, нашего государства, мои достан. Россия не изучает допинг, Россия только начинает понимать, когда сотни километров бодрее, успешнее или выше. Это не человеческие размеры, так сказать, если на самом деле посмотреть вправду в глаза, так сказать. Но они выбрали сегодня наше государство. Хорошо, что мы проводим чемпионат Европы на свете этих событий. И доказываем, что мы за здоровый образ жизни, мы за спорт. Спорт – это голубь мира. Чушь и ерунда, это западная политика, настроена против нашего государства. Поэтому мы все должны объединиться и сказать нет допингом, мы за здоровый образ жизни, и мы выиграем в одни ворота все виды направлений. Я думаю, спортсмены должны быть благодарны руководству государства и должны делать все от них зависящее. И начиная с Чеченской Республики, это требует, чтобы ты каждый лично первый, вторые номера месяц и 2 месяца один раз собираешь свой урон, массагадон. Це ценил внимание вулкан, те качки, а где вулкан? Так ценил еще внимание в цене или да сам. Цаси куюч, у спортсмен что он дикравюкш был, там дикравюкш рабандош, там все показатели, гушуен, амулавей, все самые лучшие условия, вы едю, вы ярчту, вы намерение сюда амуладо, они не просто намерением делами вы где-что и да, ну вы имеете зал шичи. Оборудование, что хотим, если сознание человека, место воли, понимание, видение, что поэтому Первые схватки чемпионата Европы по тхэквондо состоятся завтра в Грозном. В течение 4 дней любители спорта смогут насладиться поединками лучших спортсменов Старого Света. Зураб Центроев, Лариса Джабраилова, Зелимхан Закаев. Новости. Избирком республики принял документы о выдвижении в депутаты Госдумы от кандидата Адама Делимханова. Ранее его кандидатура была предложена однопартийцами из «Единой России» по Чеченскому одномандатному избирательному округу. Напомню, ранее о своем выдвижении в депутаты Госдумы по этому округу уведомили 3 кандидата. Прием документов завершается завтра, 23 июля. Книги Рамзана Ибрагимова признаны экстремистскими. Такое решение принял заводской районный суд Грозного. В список запрещенной литературы попало послание о народе Нохчи, тайная родословная пророков и другие произведения автора. С исковым заявлением в суд обратилась прокуратура Чечни. Позже экспертиза установила, что литература содержит слова и высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по расовым признакам.
После вступления в силу решения суда будут приняты меры к включению перечисленных изданий в перечень экстремистских, а распространение этих книг повлечет за собой ответственность, в том числе уголовную. В ходе надзора было установлено, что гражданин Ибрагимов с период времени с 2010 по 2015 год написал и обеспечил опубликование книг «Палестина нет, Чечня», «Еврейский народ не тот, за кого себя выдает» и других. После этого тиражи данных произведений были переданы для реализации и распространения в книжные магазины, расположенные на территории субъектов республики Дагестан, Ингушетия и Чеченской республики. Сегодня заводским районным судом города Грозного акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. После вступления его в законную силу будут приняты меры к незамедлительному включению этих произведений в федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории Российской Федерации запрещено. Напомню, глава Чечни Рамзан Кадыров в апреле этого года встретился с научной и творческой интеллигенцией, на которой обсудили деятельность публицистов Резвана Ибрагимова и Абубакара Дидиева. Глава Чечни вслед за учеными подверг их работы критике. Как отметили работники Академии наук, книги вышеупомянутых авторов не имеют ничего общего с научными исследованиями. Житель Гудермеса вернулся из Сирии после того, как своими глазами увидел реальность кровопролитного конфликта в этой арабской республике. Молодой человек больше года находился в рядах террористов, но большую часть времени думал над тем, как вырваться из окружения палачей и попасть домой. Луиза Андиева продолжит. Цель выезда в Сирию – вступление в ряды международной террористической организации и участие в боевых действиях против правительственных войск. Так написано в уголовном деле 28-летнего Аюба Хатуева, жителя Гудермесского района. В НВФ он провел в общей сложности года несколько месяцев. Увидев войну по-настоящему, раскаялся и связался с родственниками, попросив, чтобы его вернули домой. Те, в свою очередь, обратились к правоохранителям. С его слов, активное участие в боевых действиях он не принимал, просто принимал участие в подразделении, которое обеспечивал подвоз продуктов питания, оказание медицинской помощи. Убедился, что им рассказывают по интернету. Это все вообще близко не соответствует действительности. Разочаровался во всем. Аюб Хатуев рассказывает о сирийской войне страшные вещи. К примеру, иностранных добровольцев здесь не считают людьми, а так называемых эмиров интересуют только нефть и деньги. По-чеченски говорить запрещается, ровно как и интересоваться подробностями проводимых боевиками операций. Но больше всего Хатуев запомнил другое. Основная черта характера окружающих – жестокость. تيجي دعوة كشميرين مولد شغلك زي وشلاتك يوي دون باتي قيمة تسعين وشي دوش صغير تطلع شوفك كش مولد وجات ساعات شورت صغير إذا دعوة اللي نشوف تأثير واحد يشتغل سوى وشي تاني ودعوة لك. Сейчас задержанным Хатуевым работают следователи. И хотя ему грозит совсем не маленький срок лишения свободы, он уже рад тому, что вернулся из Сирии живым. Луиза Андиева, Жамлайл Хаджалиев. Новости. Сильное возгорание, повлекшее панику и давку среди людей. Худший сценарий, максимально приближенный к реальным условиям, выбрали для экстренных служб для отработки действий в чрезвычайной ситуации. На Ахмат-Арене прошли пожарно-тактические учения. В них задействованы сотрудники МЧС, врачи, полиция и даже персонал стадиона. Как справились с поставленной задачей, расскажет Тинатин Музашвили. Команда спасателей буквально за считанные минуты приезжает на место происшествия. Они стараются эвакуировать как можно больше людей за минимальный отрезок времени. Условия пожарно-тактических учений максимально приближены к реальности. Так экстренные службы Грозного готовятся к чемпионату мира FIFA 2018 и Кубку Конфедерации 2017 в России.
По легенде, из гостевого сектора бросили фаер на западную трибуну. Это и стало причиной возгорания. Дым вызвал у людей панику, образовалась давка. Первоочередная задача стюартов на стадионе и сотрудников МЧС – организовать эвакуацию. Зрителей вывели, но около 10 человек оказались отрезанными огнем и дымом. Их спустили с трибун пожарные с помощью трехколенной лестницы. Нескольких человек эвакуировали с помощью автолестниц. К тому времени уже были вызваны дополнительные расчеты. Пожарные бросили все силы на тушение быстро распространяющегося пламени. Экстренные службы, в том числе и подразделения МЧС, должны быть всегда готовы к таким случаям возникновения пожара. Болельщикам запрещается проносить фаеры, легковоспламеняющие вещества на мероприятия, на стадионы. Были случаи, даже пройдя несколько кордонов проверок, они имели возможность проноса фаеров на трибуну. В учениях вместе с спасателями участвовали сотрудники МВД, медицины, катастроф и служб жизнеобеспечения города, а также обслуживающий персонал стадиона. Для учебной тренировки был выбран наихудший сценарий. Но, как утверждают работники стадиона, таких чрезвычайных ситуаций практически не бывает, так как они пристально следят за порядком. У нас во время матча непосредственно задействованы стюарды. На каждые 100 человек один стюард. То есть они во всех секторах, на каждом местах сидят, смотрят. При какой-либо малейшей опасности они обучены, что нужно сделать, откуда нужно население отправить. Профессионалы своего дела, так что я думаю, у нас никаких проблем не возникнет. Всего к учениям было привлечено более 100 человек и 20 единиц техники. Вскоре пожар был ликвидирован. Все службы, задействованные в тренировке, справились с поставленными задачами. Зинатин Музашвили, Хаважи Мунаев, Алаш Аздамиров. Новости. Продолжается конкурс по выбору символа города Грозный, который может появиться на купюрах номиналом 200 рублей. Пока на рассмотрение в Центробанк заявлена мечеть сердца Чечни. Однако, как заявил первый заместитель министра России по делам Северного Кавказа Адис Байсултанов, каждый город может выдвинуть до 4 символов. Одним из них может стать комплекс высоток Грозный-Сити. Минкавказ России выступает за выбор второго символа и для Дербента. Здесь уже заявлена крепость на Рынкала. Еще одним вариантом может стать памятник скорбящей матери. Символы должны набрать не менее 5000 голосов. Сделать свой выбор можно на сайте твояроссия.рф. До конца голосования осталось всего 8 дней. На Жиртовском районе появится природный парк. На новое место жительства уже переехали олени. На очереди и другие животные. Напомню, решение о создании заповедника недавно было принято Рамзаном Кадыровым. О новых обитателях чеченского высокогорья Элина Дадаева. Благородный морал, пятнистый олень и лань – эти 3 вида прекрасных животных в нашу республику были завезены в 2011 году из Алтайского края. Тогда их число составляло всего 220 голов. Животные содержались в специальном загоне, где за ними ухаживали и заботились работники заповедника. К этому времени они дали хороший приплод – свыше 880 голов молодняка. Накануне часть оленей выпустили на природу. رمزان استخن يتسا خش حلخ داركن دل دا داخل درش سينش درش سين اشتخنا قيدنا شبعت قصي بان شبعت قصنا با دوز اتان قيم خلات سر كورنيا شديه بتمنا هين شاش دلش مترا اش صودو دل هين زوي مخكها اش اردا ديز شي عالم سنه اخي ديج البرت الله تانا هم باتشاس على رمزان هذا كان أخبين وقت كان ونو لق لا نشتوش متك شهر ديس داخل خصم عالم دوش متجو خصوصا أوه كيتش من متجو يقص هذا إيه هذا لين تان ده هذا إيه قص داخل يسوي لا بيرك تيل ده لا ير عالم الدنيا عالم خزلوش هر عالم صار خزلوش أوه داخل جالسين قصة دي بدي بدال ده بيرك تيل. То, что животным в дикой природе будет комфортно, работники заповедника не сомневаются. Их опасения вызывает отношение заядлых охотников, среди которых наверняка найдутся те, кому станет интересно поохотиться за такой добычей. По словам представителя охотничьей службы Ножеюртовского района, такое поведение может привести не к простому штрафу или предупреждению. Нарушителя привлекут к уголовной ответственности.
Это еще данные момент хищник опасная, адам опасный, дуся, ну да, чего, адмо кормить, что киин хилабануш, адмо ишсабахка, а также дикие условия, что халки и душа, и красные книги я душа, воймех, где он баха буи, сена гуд витервац, наксаша гучу ирвац, алдеон наксана, и бин хум нислаха, сен уголовный дел, хриду и хайта лясуна. Немало усилий вкладывалось в то, чтобы привести и содержать животных. В силу известных событий эти виды на территории Чечни были либо полностью истреблены, либо они мигрировали в более безопасные регионы. Однако благодаря политике руководства Чечни фауна Чеченской Республики поэтапно восстанавливается. تروح دوزم درج وديدو ناسي برولتيسكي بلش بيبو ناحوش لردي هلك ما ديبو دا ساعدو قرشو آمين آمين آمين. За выпущенными на волю животными будет вестись необходимый контроль и учет охотоведческой службой. В дикой природе им не опасны хищники. Медведи, волки и крупные дикие кошки опасаются этих оленей и стараются не конфликтовать с ними. Животные питаются травянистыми растениями, опавшими желудями, орехами, плодами, листьями деревьев, грибами и ягодами, что в изобилии можно найти в лесах Чечни. Элина Дадаева, Дени Хабхаров. Новости. Частицы Индии теперь и в Чечне. В торгово-развлекательном центре Грозной Сити открылась индийская ярмарка. Для любителей восточной культуры представлен широкий ассортимент товаров. От оригинальных сувениров и украшений до необычных пищевых специй и косметики. Их оценила и Розана Цамаева. Бинди, мехенди и сари. Колоритная индийская культура снова в Грозном. На открытие 5-й по счету выставки приехали представители Министерства экономического, территориального развития и торговли республики. В своем выступлении они отметили важность такого сотрудничества. Индийский рынок – это самый динамично развивающийся рынок. Надеюсь, в дальнейшем наши отношения будут развиваться также динамично, и индийские товары найдут своего покупателя и займут свою нишу на рынке Чеченской Республики. После разрезания символической красной ленты все желающие смогли увидеть широкий ассортимент представленной продукции. Здесь можно найти не только национальные индийские украшения и одежду, но и аюрведическую косметику. Вся продукция идет у нас натуральная. Вот я вам, к примеру, покажу. Шампунь со змеиным маслом, амлом, фирмы Dabur. Dabur очень популярна в Индии. Там идет змеиное масло, оно нормализует рост волос, также против выпадения укрепляет. С косметической продукцией соседствует постельное белье из натурального льна и хлопка. И, конечно же, знаменитый индийский чай различных видов. Каждый из них обладает полезными свойствами. На ярмарке также представлен богатый ассортимент платков и палантинов из шифона, натурального индийского шелка, кашемира, пашмины и шерсти. На мне представлено пончо. Это содержится и шерсть, и кашемир. Отличный вариант на осень. То есть можно носить осень, когда будет холодно очень, на самом деле они очень теплые. Их удобно стирать при 30 градусов. Есть вот такие вот расцветочки, вот такие вот. На самом деле очень удобные и на зиму самый лучший вариант. На ярмарке можно приобрести различные виды кофе, индийских специй и риса. Любители оригинальных сувениров и предметов интерьера тоже найдут, что приобрести. Многочисленные лавки украшают комодики, шкатулки и музыка ветра. Символ фэн-шуй, изготовленный из тика, сандала, красного дерева, а также различных видов ткани. Первый раз пришла сюда на ярмарку, все и так интересно, и не жалею, что пришла, потому что все так красочно, интересно, все так это другая культура. Все товары исключительно ручной работы. Любительницы индийской культуры могут приобрести национальный индийский наряд сари, сделать роспись хной всего за 5 минут, ну и, конечно, выбрать традиционные украшения. Есть здесь и бижутерия европейского стиля, изготовленная в Индии. Представлен также большой выбор украшений из камней – александриты, рубины, яшма. Всего более 700 видов. Здесь можно приобрести женскую, мужскую и детскую одежду в ассортименте. При желании можно создать аромат, смешав различные эфирные масла.
А у этого прилавка каждый желающий может приобрести себе украшения с различными изображениями и нужной вам надписью. Здесь же мастер специальными красками наносит на зернышко индийского риса басмати, к примеру, ваше имя. Всего пару минут, и вы получаете вот такую красоту. Розана Цамаева, Адам Чекуев и Дани Хавхаров. Новости. В Сочи завершился последний отбор в сборную России по вольной и греко-римской борьбе. Представлять нашу страну будут сразу 4 чеченских атлета. Это Анзор Балтукаев, Ислам Альбиев, Ибрагим Лабазанов и Ислам Магомедов. Подробности в следующем сюжете. Практически во всех своих схватках Анзор Балтукаев выходит победителем. Спортсмен завоевал Кубок Рамзана Кадырова в 2011 и 2014 годах. Участвуя в чемпионате России по вольной борьбе в 2008 году, получил бронзовую медаль и серебряную в 2014. А в 2013 и 2016 годах стал чемпионом, заняв первое место. Сегодня чеченский борец был удостоен чести представлять Россию на Олимпийских играх. Выступать в сборной России по греко-римской борьбе в Рио-де-Жанейро будет и Исламбек Альбиев. Он уже становился олимпийским чемпионом в 2008 году и чемпионом мира в 2009. Также чеченский спортсмен является 7-кратным чемпионом России по греко-римской борьбе. Путь, который я прошел, был нелегок, были травмы, были взлеты и падения. Огромное спасибо хочу сказать Рамзану Ахматовичу за поддержку, за его переживания, за то, что он все время с нами. Поддержка чувствуется. Мы, в свою очередь, постараемся достойно представить свою страну, свою республику, свою фамилию, свой дом. И постараемся выбрезать золото. По милости Всевышнего, я надеюсь, у нас все получится. В состав сборной вошли и мастера спорта России международного класса Ибрагим Лабазанов и Ислам Магомедов, которые будут бороться в греко-римском стиле. 98, Ислам Магомедов. Я выиграл чемпионат России, который проходил в самом Грозном в 2016 году. Это и было ключевым отбором на попадание в Олимпийские игры. Хотел бы выразить слова благодарности главе Чеченской Республики, герою России, Кадырову Рамзану Ахматовичу. Безумно рад, особенно за Анзора Балтукаева, я с ними лично знаком, вообще очень круто, классно дал эту больше. Надеюсь, в будущем еще больше будет спортсменов. Вот. Это гордость для нас. Желаю им удачи и побед, призовые места, чтобы занимали. Говоря об успехах чеченских спортсменов, сегодня многие вспоминают первого президента республики, который еще в начале своей политической карьеры оказывал всевозможную поддержку развитию спорта. Ахмат Хаджи Кадыров видел основу мирного будущего в развитии именно этой сферы, а также культуры и образования. Этого курса придерживается Рамзан Кадыров и члены его команды. Благодаря поддержке почетного президента Федерации спортивной борьбы Адама Делимханова, многие спортсмены удостоились права представлять Россию на мировой арене. Изнаур Заурбеков и Алаш Аздамиров. Новости. Завтра в Грозном состоится одно из самых ожидаемых спортивных событий. Впервые в истории республики в столице пройдет первенство Европы по тэквондо ВТФ до 21 года. Участники из 28 стран уже прибыли в Грозный, где состоялся конгресс, в котором приняли участие все члены Европейского союза тэквондо. Магомед Ламаркаев продолжит. Первый официальный день континентального первенства организаторы начинают с посещения мемориального комплекса «Аллея славы». Среди почетных гостей руководители Федерации Европейского союза тэквондо, а также различных стран. Делегацию возглавил министр по физической культуре и спорту Чечни Хасмагомед Хизриев. Экскурсия по музею началась с возложения цветов к обелиску первому президенту республики Ахмату Хаджи Кадырову. Позже для гостей провели экскурсию по музею, в которой гости могли познакомиться с историей и культурой чеченцев. С особым интересом делегаты изучали рабочий кабинет Ахмата Хаджи Кадырова, воссозданный в том же виде, каким он был при его жизни. Это реализация тех планов и устремлений Ахмата Кадырова, который говорит, действительно, спорт – это одна из краеугольных камней, который стоит в основе взаимоотношений народов, государств и людей. Вот мы сегодня видим, приехали со всей Европы, там
более 200 человек здесь мы проводим и чемпионат Европы, и судейский семинар, который со всего мира люди приехали. Вот они знакомятся не только с правилами судейства или будут соревноваться, они общаются друг с другом, они общаются с людьми вот данной Чеченской Республики, города Грозный. Для гостей организовали экскурсию по достопримечательностям города. После обеда все члены Европейского союза тэквондо собрались в отеле «Грозный-Сити», где прошел первый в истории тэквондо конгресс, на котором обсуждались вопросы дальнейшего развития этого корейского вида спорта в Европе. Открывая встречу, к присутствующим обратился министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Хасмагомед Хизриев. Масштабная реализация курса первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова, самоотверженный труд, основанный им командой, которую возглавил лидер чеченского народа, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, позволили буквально за несколько лет восстановить республику, задать импульс развитию ее экономики и социальной сферы. Проведение у нас Международного конгресса Европейского союза тэквондо и первенства Европы по тэквондо стало возможным благодаря слаженному и конструктивному взаимодействию руководства Чеченской Республики, в лице главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, Министерства спорта Российской Федерации и Союза тэквондо России, что в очередной раз доказывает, что Грозный продолжает традицию проведения соревнований и форума мирового уровня. Глава республики Рамзан Кадыров сам является ярким примером серьезного отношения к спорту и физической культуре. В своих выступлениях вице-президенты ЕТУ Фред Гутенхаус и Анатолий Терехин поблагодарили главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в организации турнира. Для членов Евросоюза по тэквондо провели также несколько презентаций. На данный момент по всей Европе имеется 50 федераций по тэквондо и тренируется более 15 миллионов спортсменов. Кроме этого, было отмечено, что все уже готово к проведению первенства Европы. Для меня является фантастикой, что Чеченская Республика, город Грозный уделяют такое большое внимание развитию спорта. Я не первый раз в России побывал во многих городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, Челябинск и многих других. И сейчас в Грозном я хочу подтвердить, что огромное внимание уделяется развитию вида спорта тэквондо на самом высоком профессиональном уровне. Я вижу здесь прекрасную организацию турнира, как и видео, как и сам зал. То есть все на очень хорошем уровне. Завтра в спорткомплексе «Олимпийск» пройдут первые бои. В поединках встретятся спортсмены в весовых категориях до 54 и 58 килограммов мужчины и до 46 и 49 женщины. В составе сборной России завтра выступит и чеченский боец Абубакар Сидик Хасиев. Открытие турнира в прямом эфире будет транслироваться на ЧГТРК «Грозный». Магомед Ламаркаев, Халид Мавсаев и Джамалайл Хаджалиев. Новости. Позже состоялась и жеребьевка. После приветственных слов организаторов в присутствии руководителей всех 19 сборных команд, заявленных на первенство Европы, компьютер в автоматическом порядке выбрал участников поединков в соответствующей весовой категории. Всего на турнире выступят около 200 спортсменов в 16 весовых категориях. На этом все. Спасибо за внимание.